Старинные ингушские украшения – это не просто ювелирные изделия, а настоящая летопись народа. Каждая деталь традиционного ингушского костюма создавалась с глубоким смыслом. Ингушские украшения были неотъемлемой частью национального костюма и жизни женщины. В древности они несли в себе не только эстетическую функцию, но и выступали в роли оберегов, символов социального положения, семейного статуса и достатка. Сегодня в центре нашего внимания особый элемент – нагрудная застежка. По предположениям исследователей, этот архаичный предмет, широко распространившийся на Кавказе, изначально выполнял жизненно важную защитную функцию. Наши женщины в древности, которые принимали участие в каких-то битвах, в каких-то таких военных действиях, они предохранялись, то есть они предохраняли свою грудную клетку от каких-то вредных воздействий, от ударов мечом и так далее. Данная застежка имеет очень интересный и самобытный вид. Ася Саутиева отмечает, что каждая деталь нагрудника несет в себе глубокий смысл и отражает тончайшее мастерство древних ювелиров. Но данная застежка, она имеет очень интересный функциональный такой вид. То есть у нее два вида, правая и левая. Правая застежка, она идет с головкой, которая как раз-таки является закрепительной частью. А левая сторона, здесь вы видите, застежка уже с лопастью. То есть кольцевидная застежка, которая позволяет смыкать два элемента в единое. И таким образом можно застегнуть одежду. Еще этот костюм, он имеет прорезь на груди, но сверху мы видим эту пуговку. Это как раз-таки аланский период, это сквозная пуговка. Здесь идут сквозные отверстия, то есть она тоже выполнена декоративно интересно, представляет такой интерес. Ингушки не ограничивались только серебряными изделиями. Одежду и головные уборы украшали также различными природными материалами – ракушками, бисером, цветными камушками, которые можно было найти в окружающей природе. Важную роль играл и шелковый путь, по которому в Кавказские горы доставлялись диковинные и экзотические для того времени предметы. Этому свидетельствовали еще головные уборы, найденные в склепе Цори. Очень большое количество головных уборов, кстати, было найдено, на которых мы видели и колокольчики, и ракушки были пришиты, и бисер. То есть здесь функция и защиты была, и функция декора. Однако время шло, и вместе с ним менялись и функции предметов. Постепенно защитная застежка трансформировалась, утратив свою изначальную практическую роль и превратилась в изысканный элемент декора. Сегодня мы знаем ее как дету, неотъемлемую часть праздничных и в особенности свадебных костюмов ингушских невест. В данном случае здесь 12 эпизодов этой застежки. Она имеет такой же, в принципе, вид, как и предыдущая застежка саланского периода. Но здесь уже мы видим дополнение на этой застежке и филиграни, и украшения трехлопастными колечками и кружочками. Это уже, естественно, задумка мастера, как-то разработка мастера, которые тогда уже занимались такими искусственными вещами ювелирными. Как показывает Ася Саутиева, демонстрируя наряд с нагрудной застежкой XVIII века, этот элемент наряду с серебряным поясом и другими нагрудниками уже полностью приобрел декоративное значение. Эта застежка, она тоже является функциональной, то есть она идет больше по размеру, здесь больше украшений, и здесь еще инкрустация полудрагоценными камнями, бирюзой. И как раз-таки бирюза у ингушей, у женщин, она пользовалась очень большим спросом и популярностью. Скорее всего, бирюзе отдавали предпочтение не случайно. Но это еще предстоит исследовать, изучить. А сегодня мы только можем догадываться, но функционально эта застежка, конечно, сегодня больше декоративная, нежели носит какой-то защитный характер. Но в любом случае мы можем сказать, что с уверенностью можем сказать, что это элемент оберега, женственности, красоты и грации. Таким образом, нагрудная застежка ингушских женщин прошла удивительный путь от функционального защитного элемента до произведения искусства, которое продолжает украшать и вдохновлять, являясь живым свидетельством богатой истории и культуры ингушского народа.